Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. «25 лет на страже правопорядка». Прокуратура Чеченской Республики отметила свой юбилей. Лучшие умы региона. Мероприятие не только вдохновило участников, но и стало основой для новых свершений в области дополнительного образования. В столичном лицее КВАН прошел семинар для преподавателей дополнительного образования. Мед – нектар для тела и души. Пчеловодство – это огромный сектор, который является источником прибыли миллионов предпринимателей. Чеченские пчеловоды стали призерами международных конкурсов меда. В Грозном прошло мероприятие, посвященное 25-летию со дня создания региональной прокуратуры. На протяжении всего этого времени прокуратура решает задачи по укреплению правопорядка, защите прав граждан, интереса общества и государства и, несмотря на свой молодой возраст, заняла достойное место в системе органов Российской Федерации. Репортаж Валентины Гусевской. Гарант справедливости и правопорядка. Сотрудники прокуратуры Чеченской Республики отметили юбилей ведомства. 8 февраля 2000 года оно было восстановлено и считается одной из молодых структур в составе прокуратуры Российской Федерации. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров Далгазат Обалдольтюн неоднократно подчеркивал важность деятельности прокуроров в обеспечении конституционного правопорядка на территории нашего региона. Он всегда находил время поддержать словом и делом людей этой самоотверженной профессии. В настоящее время успешному решению поставленных задач перед надзорным ведомством способствует всемирная поддержка со стороны главы республики, героя России, генерала-полковника Рамзана Ахматовича Кадырова, усилиями которого удалось превратить наш регион в один из самых безопасных и процветающих субъектов Российской Федерации. На протяжении 25 лет органы прокуратуры успешно осуществляют надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека, участвуют в привлечении виновных к ответственности. От главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова поздравил сотрудников председатель правительства региона Магомед Даудов. Позвольте мне зачитать приветственный адрес главы Чеченской Республики, генерал-полковника, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Уважаемый Арсан Ахмедович, дорогие друзья, поздравляю вас с 25-летием создания прокуратуры Чеченской Республики. Я убежден, что законность и правопорядок в регионе напрямую зависит от эффективности работы надзорного органа. Прокуратура формировалась в трудных условиях, когда в регионе велась активная борьба с международным терроризмом. В то время первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров настоятельно добивался, чтобы надзорные органы начали работу в полной мере. Сегодня прокуратура Чеченской Республики занимает лидирующие позиции в рейтингах среди субъектов России. В 2024 году проведена большая работа в целях профилактики и устранения нарушений федерального законодательства. Вынесено около 15 тысяч актов прокурорского реагирования, что является хорошим показателем. Прокуратура играет важную роль в сохранении мира и безопасности в регионе. Благодарю вас за преданную службу отчизне. Желаю вам крепкого здоровья и успехов в нелегком труде. С уважением, глава Чеченской Республики, герой России, генерал-полковник Рамзан Ахматович Кадыров. В свою очередь, председатель правительства отметил профессионализм сотрудников и весомый вклад ведомства в охрану правопорядка.
عن بلش من دقوة دون والمخا أديون يوان يقل ديونا وستي دعقل غير ديون دقونا وستي لزا بنا ون يقع دال ديغل بول دعقل نش لازين كان دال مارشال دول ويني قداس أعمد عش دال غاز وتقبل دول يق نماني يور prokuraturın belloşna mos şu yübile dolçan şun jenga dal gaz وتقبل Ahmet Hajwolçana sir diyor televizyon şu haller stari kronik geç diyor del ama mahal gandara honi edah kerş diyor etsen ha دقيقة جوا diyor şun del reis خلال مسنا şu خلبو abu no şu buak diyor ana sagalça Respublika целом и докцона diyor تخبو دعور باستوني مسنا خوشدو وغري حلقة prokuror bello وقال تعش diyor تيجي نقطة غلويش ويز غلق عادة غلق لرد ديش ويز سوت أديو أنا شاعر بقى بول شيء نيأديو أنا شيء زكون لرد ديتيو أنا تنري أجير وتحجويش ويديو أنا جيم خلو خلي يتون تقينا خاشون ديو أنا لارم ليرم باش وبركورتور ونقطة بلغش بيش حدوش دوشو دالا بيركتي بول أش بيش بول بوخا ونقطة قومنا دال دي الوضع عمد عجيني أنا دال بيركي شو دوزرشنا هون أجا خور سورن ديو أنا شيء شو شو ديو أنا دال علش دو شو أرسن هو دال ديق الولد وان دال قيم مش كاسون هو خيلا تكون مثلا ويزا ويش أغلى رالوش تقديك وش وقت يعني Самая главная ценность организации – ее сотрудники. Лучшие были награждены от имени главы региона. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой удостоился старший советник юстиции Григорий Бисултанов. Я в 1973 году закончил Свердловский юридический институт. И вот с того времени, значит, после окончания института работал в прокуратуре Костромской области. И начиная с 1977 года вот здесь нахожусь. У нас в прокуратуре в настоящее время много сотрудников, которые работали, начиная с 2000 года даже. 2001, то есть с момента образования, становления и функционирования. Наша прокуратура республики в системе централизованной, в системе органов прокуратуры России занимает достойное, высокое, почетное место. Также от главы Чеченской Республики правоохранителей наградили почетными знаками за трудовое отличие и благодарственными письмами. С честью исполняя свой гражданский и служебный долг и в самые важные моменты их девиз «Служить России». Служу России. Я в органах прокуратуры 38 лет в общей сложности прослужила. А почему? Потому что с детства мечтала работать. Меня папа в детстве называл, это, говорит, у нас прокурор. Потому что я всегда чего-то доказывала, как говорят, добивалась справедливости. Ну и, наверное, вот так мечта моя осуществилась. Я хочу поблагодарить главу республики, который мне благодарственное письмо прислал за заслуги. За всю историю Чеченской прокуратуры работниками надзорного органа была проделана большая работа по защите прав граждан, детей, ветеранов и инвалидов, по борьбе с преступностью и коррупцией, по охране окружающей среды. Только за прошедший год было принято 7600 граждан. Ежедневно каждый сотрудник прокуратуры обеспечивает защиту законности и правопорядка. А полученные награды подтверждают не только профессионализм, но и преданность делу. Валентина Гусевская, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале о визите заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-полковника Руслана Алханова в 78-й мотострелковый полк «Север» Ахмат в зоне СВО. Во время встречи командир полка Заинди Зингиев доложил о текущей обстановке и успехах личного состава. Генерал-полковник отметил высокий уровень подготовки бойцов, их стойкость и верность присяге. В завершение визита были вручены государственные награды самым отличившимся, что подчеркнуло важность слаженной работы и высокой боеготовности. Это служит мощным стимулом для воинов, вдохновляя их на новые подвиги во благо России, отметил глава Чеченской Республики. Чеченские пчеловоды заняли призовые места в 2 номинациях в международных конкурсах меда. В нем принимали участие 150 человек из разных регионов России. Всего было представлено 237 образцов продукции. В Министерстве сельского хозяйства Республики прошло награждение победителей. Об итогах Мадина Нуцалчиева. Пчеловоды Чеченской Республики приняли участие сразу в 2 международных конкурсах меда. API Global 2025, который прошел в рамках Международного конгресса меда с 23 по 25 января в городе Уфе, и API Евразия, состоявшийся в Баку в рамках 10-й конференции пчеловодов Азербайджана. Торжественно наградили призеров и победителей в стенах Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики.
В состязании, прошедшем в Уфе, пчеловоды из нашего региона вошли в число победителей в номинации «Мед натуральный». Во втором конкурсе чеченские пчеловоды заняли места в номинации «Иностранные меды». أخدار بيش غيرت من وين حلقة متك خلصنا سلون بخز خلصنا بعدك كرت يكون نخشوا جر مثلا إيمن سأل ذات نخشوا جر غير مد وين جيت يشتك أخدار وين بيش غيرت من إشتى حلقة متك الله وين دار Благоприятные природно-климатические условия Чеченской Республики, богатство и разнообразие флоры позволяет получать превосходные виды меда, обладающие неповторимым вкусом и ароматом, не имеющие себе равных на мировом рынке. Пчеловодство – это огромный сектор, который является источником прибыли миллионов предпринимателей. Пчела играет важную роль в биоразнообразии, лесовосстановлении, а также в повышении количества и качества сельскохозяйственной продукции. Мадина Нуцалчиева, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В актовом зале гимназии номер 14 города Грозного состоялась торжественная церемония открытия городского профессионального конкурса «Молодой педагог-2025». Он направлен на раскрытие творческого потенциала и самореализацию учителей. В нем принимали участие 43 молодых педагога из городских школ, чей стаж работы не превышал 3 лет, а возраст 35 лет. С приветственным словом к участникам обратились официальные лица. После торжественной части конкурсанты приступили к испытанию «У меня это хорошо получается» и представили жюри профессиональные достижения. Конкурс «Молодой педагог» уже стал хорошей традицией в системе образования города Грозного. И мы каждый год с гордостью наблюдаем, как молодые учителя раскрывают свой потенциал, совершенствуя свои знания, навыки, педагогическое мастерство. И с этого года возобновился республиканский конкурс «Молодой педагог», и я уверен, что вы достойно представите столицу на региональном этапе этого конкурса. В лицее «Квант» прошел семинар преподавателей учреждения дополнительного образования. Этот проект направлен на трансляцию педагогического опыта и повышение профессионального мастерства учителей, обмен опытом и инновационные методы работы в материале Линды Жамалдиновой. Собрались лучшие умы региона, педагогические и управленческие работники, готовые делиться своими знаниями и вдохновлять друг друга. Участники с энтузиазмом обсуждали актуальные вопросы, искали пути решения новых вызовов в образовательной сфере. У нас уже более 30 педагогов дополнительного образования, которые были выявлены как лучшие со всего региона, представили свой профессиональный опыт, свои инновационные методики преподавания. Уже более 500 человек, участников проекта, смогли увидеть эти практики и перенять их опыт. Этот проект у нас реализуется при поддержке Министерства образования и науки Чеченской Республики и имеет большое значение для региона, так как способствует созданию условий для развития талантливых педагогов и их учеников, а также поддержке инициатив, направленных на улучшение качества образования в регионе. Занятия прошли динамично и увлекательно. Преподаватели разбились по группам своих направлений. Инновационные методы работы, которые уже зарекомендовали себя на практике, были представлены так, что каждый присутствующий почувствовал желание внедрить их в свою деятельность. Действительно, такие мероприятия играют большую роль для развития самой системы образования. То есть, когда учитель, педагог видит свою коллегу и он ведет такую, скажем, практику, и эта практика, допустим, можно заимствовать и получить при этом уже на практике какие-то знания. То есть это, соответственно, передается, и это, соответственно, улучшает само качество образования. В ходе обсуждений возникли яркие идеи, которые, безусловно, станут основой для дальнейшего развития системы дополнительного образования в республике. Педагоги не только обменивались опытом, но и налаживали ценные контакты, создавая тем самым крепкую сеть профессионального сообщества. В завершении участников наградили почетными грамотами. Я считаю, что это очень полезная работа, проделанная работниками «Квант РМЦ».
потому что на самом деле для наших педагогов не хватает того обмена опыта, который вот на данной площадке вот организовали работники РМЦ, потому что они в своих организациях вот проводят занятия, но им нужно видеть не только своих коллег, которые в одном учреждении, но и других педагогов, которые работают в разных организациях. Все присутствующие единодушно выразили желание продолжать подобные встречи. Открытые занятия стали важным шагом к укреплению образовательных традиций. Мероприятие не только вдохновило участников, но и стало основой для новых свершений в области дополнительного образования, утверждая, что вместе они могут достичь великих результатов. Лимда Джамалдинова, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.